Алейкум, вітаю вас, шановні глядачі. Сегодня 3 сентября 2024 года, 17 часов 14 минут по Берлину, 18 часов 14 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Беслан 20 лет во лжи, чеченец обнажает реальность». И давайте сегодня поговорим о событиях, которые произошли 20 лет назад, в 2004 году в Беслане, ну и многом другом. И я вам расскажу правду, потому что на этом канале говорят только правду и ничего, кроме правды. Поэтому давайте разоблачим ложь, которую российская пропаганда, учреждения КГБ, СССР, ФСБ на протяжении 20 лет, убив своих же граждан, распространяет до сих пор эту ложь. Друзья, я напоминаю всем тем, кто находится в России, либо во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, не писать мне комментариев, не ставить лайков и не делать ничего, что может вас как-либо идентифицировать. Все остальные, пожалуйста, пишите, распространяйте и активно участвуйте. Это очень важно, друзья, потому что против нас ведется очень мощная, сильная пропаганда. Наш канал запрещен на территории России. И только во время стрима, YouTube-канал, TikTok, пока вроде все нормально. Ну, YouTube-канал запрещен, и только когда идет стрим, нас видно в фашистской России. Давайте чуть-чуть подождем, пока вы все соберетесь, и потихонечку начнем. К сожалению, я вам сегодня не могу рассказать, потому что нет возможности сейчас заглянуть в компьютер, чтобы сказать о потерях российских оккупантов в Украине. И мы будем надеяться, что эта информация не сильно отличается от вчерашней, недельной, месячной давности, и поэтому ориентировочно 1000, 1100, 1300 убитых и раненых оккупантов в Украине, ну и так далее. Давайте обсудим это и многое другое. Украина уже давно все проиграла. Но смотрите, это ваша мечта, Артур, чтобы Украина проиграла. И знаете, на самом деле я понимаю вас, русских имперцев. Вам это, наверное, трудно понять, потому что на протяжении веков вы угнетали Украину, все народы угнетали, ваша империя развивалась. По некоторым данным, до 300 лет уже эта империя развивается. Ну, время уже заката вашей империи. Поэтому события, как когда-то свободные украинцы были оккупированы, захвачены империей, также когда-то должен настать тот день, когда свободные украинцы снова станут свободными и освободятся от гнета империи. Ну и как мы, чеченцы, и все остальные народы, которые захотят освободиться, еще не потеряли веру в свободу, независимость и так далее. Поэтому я понимаю, вам тяжело, русские империалисты, но вам придется смириться с тем, что вас бьет Украина. И это главное, на самом деле, это такой важный исторический момент, чтобы именно Россия потерпела, империя потерпела сокрушительное поражение, военное поражение от колонии, которая много веков ею угнеталась, ею эксплуатировалась. Именно поэтому нам рассказывают про бурятов, там, кадыровцев, чеченов, там, всех остальных, чтобы не дать эту победу в полном смысле Украине, украинскому народу, потому что для империи это будет и морально, психологически большое потрясение, и в истории уже нельзя будет говорить, что Россия всегда побеждала Украину, что Россия империя, которая никогда не проигрывала и так далее. Поэтому очень важно, чтобы именно
над русской, над империей была победа Украины, не над там бурятами, там кадыровцами и всеми остальными, а именно над той самой зловещей, зловонной империей, которую на наших глазах Украина, украинская армия, великий, героический украинский народ сносит просто. И мы это видим. Да, мир помогает, очень много помогает. Это огромная поддержка. Без этого Украине было бы в разы, в десятки, в сотни раз тяжелее бы, больше было бы потерь. Но, ну, как вы видите, а, Украина справляется, и все идет, как говорится, по плану Владимира. Вот только какого Владимира не уточнили. Вероятно, по плану Зеленского Владимира. Алейк салам, Шамиль. Халиулин, витаю тебя. Алейк салам, свободно, все будет Ичкерия. Дай Алмула. Так, Россия непобедима, нам говорит Артурчик. Я, как украинец, поддерживаю. Хорошо, что чеченца можно, чтобы он это говорил. Хороший чеченец. Я как украинец поддерживаю. Ну, смотри, большая ошибка и большое ваше заблуждение, что мне кто-то за это платит. На самом деле, вот твое вот это возмущение или твоя претензия, или твоя радость, она понятна. И было бы хорошо, если бы ты связался бы, например, с президиумом правительства Чеченской Республики Ичкерия и попросил бы, чтобы они мне какую-то зарплату поставили. Но, скорее всего, у них нет таких возможностей, и нужно тебе обратиться к американцам. Понимаешь, у них денег много, флаг, видишь, американский. Я у них прошу помощи, поддержки, не себе лично, своему народу. Но если ты добьешься того, чтобы они платили мне зарплату, я тебе 100% скажу, да, они мне платят. Но пока, к сожалению, приходится мочить вас, Дион, за свой счет, Дион. Слава Русне. Так. Давайте 10 гривен отработаю. Гривен, говорит, пришлю. Ну, гривен, ну, как тебе сказать? 10 гривнами особо дело не поправишь. Да. Ну ладно, все это шутки, конечно. В деньгах не нуждаюсь, все отлично, ни от кого денег не получаю, абсолютно независим, свободен и так далее. А сам почему все-таки Путин съездил в Чечню? Ну, дело в том, что Путин, как пацан, на мой взгляд, конечно же, все, что на этом канале говорится, это сугубо лично мое мнение. Я абсолютно независимый человек. Я на другие темы говорю, не только на это, вообще на любые темы. Я говорю только лишь свое мнение. И под тяжестью аргументов и фактов я готов рассматривать, если я где-то в чем-то не прав. Но я имею в виду другие темы, не касательно этой темы. Я считаю, что Путин поехал сперва в Кабардино-Балкарию, потом в Беслан, затем во временно оккупированную Чеченскую Республику Ичкерия, для того, чтобы, ну, во-первых, он очень сильно испугался, когда украинская армия заняла часть Курской области, и каждый день идет массированные удары беспилотниками, другими неопознанными летающими объектами по нефтеперерабатывающим заводам по всей России. И он очень сильно испугался. Именно поэтому этот клоун сделал трюк, якобы он преклоняет колено, потому что он сочувствует, ему нужны осетины, новое мясо ему нужно. Осетины всегда были таким хорошим форпостом, хорошим мясом, поставщиком мяса для имперских вот этих разных деятелей, которые приходили во главу России. И затем он поехал
ну как по бандитской традиции, убил человека, поставил свечку и пошел к братве. Ну, типа, я теперь рву рубаху, иду на бой там и так далее. Потом он полетел или поехал в Чечению. Там встретился со своими вот этими боевиками, поцеловал Коран, то есть он им сказал, что вы умираете, он им сказал, умираете, потому что сам умирать он не собирается, это все спектакль, все ради того, чтобы сохранить шкуру вот этого старого поношенного дедусика. И его задача, поцеловав Коран, хотя некоторых это очень сильно обидело, что он поцеловал Коран и так далее, хотя меня, как мусульманина, это обидело больше, чем вас, поверьте мне. Но ему нужно было показать вот этим своим солдатам, которые должны отдать жизнь за него, его пехотинцы. Так, и он сейчас тоже пехотинец. Ему нужно было сказать им, что вы умираете за человека, который также высоко ценит ислам и Коран. А в исламе, если твой лидер мусульманин, то за него жизнь отдать как бы никаких проблем. Если же он не мусульманин, то как будто, ну, как бы это ты не ради там, ислама погибаешь там, и так далее. И поэтому как бы это спорные такие моменты, умирать там не за мусульманина. Так бы считается. Видимо, из этих соображений он поцеловал Коран, собрал их всех, сказал, опустился до их уровня. Там кое-кого очень обидело, что белый какой-то там, на их взгляд, какой-то царек, опустился до уровня пехоты, назвал себя пехотинцем там, и так далее, и так далее. На самом деле он таким вот образом, у чеченцев демократия, как бы нам не рассказывали, пропаганда российская, что у нас нет демократии. Мы, чеченцы, всю свою историю, весь наш генетический код – это демократия. И в этом смысле у нас все равны. И наш лидер, он первый среди равных. Он никакой не царь, не король. И вот этим самым, поцеловав Коран, сказав, что я тоже пехотинец, он мотивировал вот этих людей, которые должны, а за каждым из них вот эти командиры, которые вокруг него собрались, стоят там 1000, 1500, там за каждым из них людей, которые должны, короче говоря, во имя Аллаха, Путина и священной великой империи, короче, отдать свои жизни, ну и, конечно же, убивать, как говорил русский профессор Дугин. Вот я думаю, с этой целью он поехал показать всему миру, показать окружению внутри самой Фашни вот этой, где очень многие недовольны Путиным, некоторые делают вид, что они недовольны. Сейчас русские начали рассказывать нам сказки, что это агент американский, там, 3-10, когда он топил в крови чеченский народ, когда проводил учения в Сирии, когда оккупировал Грузию, убивал грузин, он был не американским агентом. Как только у него не получилось и начали получать пинки, вот вся суть русского мира, русского духа. Стоит чуть-чуть не получиться у их лидера, они его сразу же скидывают, потому что они могут пострадать. Другое дело, когда он других топит в крови, безгранично топит в крови, без каких-нибудь ограничений и соблюдений международных гуманитарных норм. Да, тогда он герой. Чем грязнее, чем кровавее, чем садистский у них царь, тем он у них более величественный, тем у них более сильный. Ну, как Сталин, например. Или как их бог Ленин, который лежит у них в пирамиде на кровавой Красной площади. И они водят туда детишек смотреть на него. Это самый чистый сатанизм, самый настоящий. Это не просто какой-то святой человек, который там много посвятил своей жизни, всю свою жизнь посвятил людям, отдал эту жизнь ради этих людей, там, 3-10, там, ну, сделал много для детей, для там инвалидов и так далее. Принес мир на русскую землю, вывел их из рабства, там еще что-то. Нет, ни в коем случае. Это человек, который больше всех их убил, который создал программу, систему, которая их убивала на протяжении 3 поколений. И все 3 поколения, этот бог Ленин, которому они верны, лежит у них в мавзолее. И вот
вся суть Русской империи. Как-то так, друзья, как-то так. Так что все нормально. Путин угрожал своей поездкой всему миру и своему окружению. Ответь на WhatsApp номер, который я оставил тебе на твоей странице по конфиденциальной теме. Уважаемый Хасан, мой номер телефона есть везде. Везде, где вы хотите. Вот под YouTube видео у меня есть. Тот же в этом же ТикТоке первое видео у меня обозначено. Там же есть и номер моего WhatsApp. В первом видео есть, где я говорю сам номер. А на самой странице, если ты зайдешь, ты увидишь там номер моего WhatsApp. Пожалуйста, зайди и напиши мне, хорошо? И я постараюсь тебе ответить. Асан, вы думаете, они допустят чеченца главой России, если что-то случится, как в 1917 году? Ай, ну, во-первых, для меня это было бы удивлением, скажем так, если бы даже Апти Алаудинов, наверное, о нем вы, Сонечка, намекаете. а, Я думаю, что если бы даже Апти Алаудинова, другого там, в принципе, ну, раскручивать пока его, любого могут они вытащить, конечно же. Ну, я не могу до конца поверить, что это будет возможно. Конечно же, мы не знаем, что у него в голову взбредет. Чтобы все взвалить, как когда-то пытались взвалить на Грузина, на Сталина, конечно, могут назначить какого-нибудь Алаудинова. Это тоже матерый садист, матерейший просто, откровенный просто садист-убийца. Мне кажется, психически абсолютно уже в другой реальности проживающий товарищ. И он, мне кажется, больше русский, чем русский, как говорили про Сталина. Поэтому, конечно же, вероятность исключать нельзя вообще, что назначат чеченца, ну, или чеченоговорящего. Но это была бы большая рискованная затея, мне кажется. Они очень нас боятся, и поэтому даже не назначат. Но если его назначат, Алаудинова, например, я буду лично удивлен этому очень сильно. Очень буду удивлен. Как-то так. Так, Луиза Гадзоева, я так понимаю, осетинка. Вам никто не давал права оскорблять целую нацию. Да? А я разве оскорбил целую нацию? Луиза, расскажите, кого я оскорбил? Добрый, добрый так. Как отличить чеченца от кадыровца? Но если, ну, известные выражения, там, Ахмад Силас, там, Россия немощь, но это все как бы свидетельствует. Но знаете, это тоже большой обман и заблуждение, что делить чеченцев на кадыровцев и чеченцев. Потому что кадыровцы – это только одна часть, это один из кланов, которые русские нам навязали. Там есть другие кланы, так же, как и кадыровцы, подчиняющиеся ФСБ. Просто Кадыров подчиняется администрации президента. Есть другие кланы, подчиняющиеся ФСБ, там в разных там структурах, там везде, на таких хлебных, да, хорошо, где можно заработать местах. Также есть ФСБ, ну это ФСБ, все вот эти кланы. Есть ГРУ, тоже у них есть, это тоже очень сильно разветвленная сеть во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Так, ну, в принципе, откровенно видно сразу, если чеченец говорит, что он против России за свою свободу и за Ичкерию. И самое, знаете, самое главное, что можно, Степан Андреевич, самое главное, но вы должны обращать на то, что человек употребляет слово Ичкерия или нет. Это Ичкерия слово, оно очень сильно мешает. Дело в том, что когда мы объявляли свою независимость в 91 году, после развала Советского Союза, и когда все уходили, все объявляли о своей независимости, Чеченская республика тоже объявила независимость, и она называлась Чеченская республика, просто Чеченская республика.
Нохчи-Чуй республик, Чеченская республика, Нохчи республика это называлось. И мы избрали парламент, президента намного раньше, чем Россия. И в 92 году, извиняюсь, в марте месяце, 12 марта 92 года мы приняли Конституцию. Россия, как мы знаем, тогда еще не имела своей конституции, и у них был ГКЧП, там битва за власть, там они между собой грызлись. И у нас вот это окно возможностей появилось, которое, кстати говоря, сейчас должно появиться, и мы рассчитываем на это окно возможностей. Это как когда-то Израиль объявлял о своей независимости, вот точно так же у нас тогда появилось окно, но в отличие от Израиля мы не смогли выдержать натиск фашистской России, в отличие от арабских стран, которые Израиль смог выдержать. И вот в 92 году, 12 марта, мы приняли свою конституцию. В июне 92 года, через несколько месяцев, вывели все российские войска. И только через 1,5 года, в 93 году, в декабре, Россия приняла свою конституцию. Куда незаконно, то есть не спросив ни нас. Российская Федерация – это новое вообще государственное образование, которое после Чеченской Республики появилось, свободная Чеченская Республика. Не спросив нас, они вписали нас в свою Конституцию. Более того, они не спросили ни нас, ни свое население. Абсолютно никакого референдума, они постоянно визжат там, почему Украина не провела референдум, почему там Ичкерия не провела референдум, 3-10. Мы провели референдум, у нас был съезд представителей со всей республики, были представители, и у нас был съезд, и все это делалось. Но нам так об этом говорят. То есть в 93 году, в декабре месяце, в самом конце 93 года, Россия принимает свою конституцию и незаконно туда, не имея никаких оснований на это, вписывает туда Чеченскую Республику, что мы являемся частью Российской Федерации. Хотя в их конституции указано, что частью субъектами Российской Федерации могут быть только те, кто подписал федеративный договор с Россией. Соответственно, мы его и даже не подписывали, мы не участвовали ни в приватизации советской собственности, полностью, ничего нам не нужно. Хотя наши отцы, деды пахали на этот Советский Союз, и нам полагалась часть собственности от Советского Союза. Мы от всего этого отказались. Мы не участвовали ни в выборах президента России, ни в парламенте, ни в чем там у них не участвовали. Заключались договора там экономические, 3-й, 10-й, на правительственном уровне. И все как бы было вроде безоблачно. И в 93 году, как я уже сказал, в декабре они принимают конституцию, в которой указана Чеченская Республика. И через месяц наш парламент принимает решение, что мы переименовываем свою Чеченскую Республику в Чеченскую Республику Ичкерия. Так появилось слово Ичкерия. В январе, по-моему, или в феврале 94 года наша страна начала называться Чеченская Республика Ичкерия. Так появилось вот это слово. И вот это слово, я к чему вам все это рассказываю, чтобы вы понимали, потому что очень сложно у нас тут во всем этом разобраться, так как много пропаганды и лжи. Российская вот эта система обмана распространяет. И вот с тех пор наша страна называется Чеченская Республика Ичкерия, и они борются с этим словом. Они как угодно пытаются убрать это слово. Просто это самое главное больное слово для них. Но при всем при этом вы должны понимать, как и в Украине есть пророссийские пропагандисты, которые заполонили украинские и русскоязычные СМИ, и, я полагаю, и украиноязычные СМИ. Точно так же внутри чеченского общества, вот на политической вот этой арене, есть псевдопатриоты, симулякры, которые такие большие патриоты, что любой патриот позавидует их патриотизму. Понимаете? Поэтому некоторые могут использовать слово Ичкерия, хотя они очень его не любят. Это как солнечный свет для вампиров. Для них это слово. Но в этом смысле есть большое количество, но в основном псевдопатриоты и симулякры от российских спецслужб, они в основном изображают из себя не демократических ичкерийцев, а религиозных вот этих деятелей.
Слово Ичкерия уже не употребляется, и чаще всего они такие борцы за ислам, там 3 десятое. Ну, а вот большая часть которых вы видите у себя на экранах, людей, говорящих на чеченском или же представляющих чеченцев, эти люди являются штатными пропагандистами российских спецслужб. Об этом мы говорим, наш канал их разоблачает там, и так далее, и так далее. Ну, как-то так. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, пожалуйста, Степан, пожалуйста. Как вы думаете, будет война между Молдавией и Приднестровьем? Спасибо за ответ. Я думаю, что Молдова полностью восстановит свою территориальную целостность. Ичкерия слово не любит лишь только те, кто продались российским врагам. Да, но что, совершенно верно. Ну, есть еще кто обмануты. Я знаю некоторых людей, которые говорят, что международное право, что вот это Ичкерия, государство, ничего нет. Давайте там что-нибудь другое сделаем, придумаем, там, третье, десятое. Реально обмануты. Они не враги, ну, они фактически выступают как враги, потому что они не понимают, насколько они вредно носят этим своим убеждениям. Но они сознательно не враги. Они просто попали вот в эту пропаганду и ими пользуются. Дейли салам маршал хуйль, Мухаммад Машуэль. Белоусов желает убрать снова Вальку Стакан и Володина. Как думаешь, что это за маневр? Мне почему-то кажется, что Белоусов может стать следующим президентом России. Не кто-нибудь другой, а вот именно Белоусов. Я не знаю, вот сейчас вы, Шамиль, то, что мне говорите, я в первый раз от вас это слышу, но почему-то какое-то такое уверенность у меня стойкая, что, может быть, Белоусов будет тот, кто станет новым президентом на переходный период, как какой-нибудь Керенский. Посмотрим. Ассаламу алейкум, Асан. Золкинская мразь изменил голос, допрашивал курский якобы чеченцев. Ну, Ахмед Хабуев, я не видел это видео, а что там, что такого? Допрашивать, ну, это если в плен попадает. Ну, я, знаете, считаю, что если там какие-нибудь Золкины, СБУшники имеют доступ и повелевать судьбами пленных, мне кажется, у этих пленных большие проблемы. Вот, я всегда призывал кадыровцев там, или пророссийских чеченов, или насильно кого погнали туда, всегда сдаваться. Именно программа «Хочу жить». Я один из первых, кто ее постоянно рекламировал, об этом говорил. Но у меня такое стойкое сейчас такое уже мнение, что очень опасно сдаваться в украинский плен, где находятся СБУшники, которые готовы сделать любую подлость. Любую подлость. Очень мне не нравится то, что сейчас происходит. Ну да ладно. Всему свое время, всему свое время. Если они думают, что так будет продолжаться вечно, то посмотрите, как себя чувствовали коллеги из ФСБ. Это я так, на всякий случай напоминаю. Так, спасибо, Суварим. Спасибо. Баркал. Так, Ходорковский. Не двойник. Так.
Alçak masal del dona son milua. Michawaro kuza kermatsu sun. Kafkuja, ca trolika moro. Assim, ca boštek det, börshuju väciel. Dudevik, eller? Если ты мужчина, Грачева. Если ты мужчина, давай выйдем один на один, типа, летующий туда-сюда. Я Джахарс Байарбо, спроси свою жену, мужчина или нет, она лучше знает. Цунеда, ишт as язычхена, ю as бовар датшун просто, от смысл ты адоит кошу, мегердуй. Он Джахарс элдал дешнаш на все случаи жизни дудается. Так, а что делает Россия с украинскими пленными? Вы видели? Думаю, они знали, что будет ответная реакция. Я знаю, что делает Россия. Поверьте, я был правозащитником, юристом, да и просто адвокатом, просто чеченцем я был в фашистской России и знаю, что такое методы ведения России войны, там методы содержания пленных, просто заключенных. Конечно же, фашистская Россия не имеет ничего человеческого, абсолютно, абсолютно. Фашистская Россия не соблюдает никаких. Мы об этом кричали, орали, утопали в крови, захлебывались своей собственной кровью. Но нам говорят, не, Россия же, она же в Европарламенте, в Совете Европы, там, она же правильная, хорошая, третья, десятая, и нас не слышали. В том числе украинцы нас не слышали. В том числе украинцы не слышали. Конечно же, Россия – это абсолютное беспримесное зло. Абсолютное. Ассаламу алейкум, ассалам, окш дуйшу. Ва алейкум ассалам, ашволь, соварим, чодик, дудалбу хастам, шумуду. Шамиль Басаев, Чечня будет независимая. Аллаху Акбар. Дал мула, Шамиль Басаев, дал мула. Так. Ну, давайте, друзья, мы уже полчаса в эфире. Я хочу перейти к основной нашей теме. Беслан 20 лет во лжи. Чеченец обнажает реальность. Так называется сегодняшний наш стрим. И давайте поговорим о событиях 20-летней давности, друзья. Давайте поговорим о том, как Россия организовывала террористические акты против своих граждан, против своей страны. Это делала ФСБ и ГРУ, убивали своих граждан, чтобы вот прийти к тому, к чему мы пришли сегодня. То есть показать всему миру, какие они сильные, беспощадные и страшные, и запугать таким образом Украину. Но у них ничего не получилось. Давайте об этом и многом другом поговорим. Итак, как известно, 1 сентября 2004 года группа из более 30 мужчин и 2 женщин, как нам сообщают российские средства пропаганды, зашли в школу Беслан 1 сентября, когда там была линейка, школа номер 1. Но давайте с самого начала я расскажу, что это не школа, не первая школа, в которой погибло 314 убитых. 314. И 19 это люди, которые штурмовали. То есть террористы российские, которые штурмовали. И убивали всех там заложников. Поэтому их я считать не буду. Я всегда приводил цифру 334. Но на самом деле их вместе с этими 19 и не 334, а 333 и 314 их было убитых заложников, среди которых 186 детей. В Чеченской республике Ичкерия всегда должна быть предыстория всем действиям, абсолютно всем действиям. И мы должны понимать мотивацию тех людей, которые совершили вот этот страшный и ужасный
диверсионный рейд в стан врага и захватили школу. До того, как они захватили эту школу, русские террористы, в том числе с территории Беслана, с территории Осетии, с Моздока, с других территорий Северной Осетии, запускали ракеты, подготавливали войска, забирали людей, пытали на территории Осетии. Это был такой военный гарнизон, где вся Осетия, Северная Осетия. Также был Дагестан, также были другие территории, но Осетия была таким форпостом всегда на Кавказе России. Форпостом России на Кавказе. И до того, как эти бойцы захватили эту школу, до этого было убито 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей, в том числе, я уверен, там были и осетины, и русские, среди которых было 42 тысячи детей. Если 300 тысяч погибших граждан Чеченской Республики Ичкерия разделить на 314 убитых в этой школе мирных людей, то получается 955 таких школ уже было. Представьте себе. И отныне я буду, при всем том, что я искренне соболезную и осуждаю этот ужасный поступок российских спецслужб, также действовавших вот этих бойцов кавказского сопротивления, при всем при этом нужно констатировать правду. Ничего, кроме правды. И Бесланская школа отныне, я буду ее называть 1001 школа. 1001, потому что я раньше называл ее 226 школой, потому что 42 тысячи детей убито в Чеченской Республике Ичкерия, а 186 детей убито в Осетии, то я делил 42 тысячи на 186, и получалось 225 школ с убитыми детьми. У нас уже было в Чеченской, когда уже произошел Беслан. И в связи с этим я подумал, что это неправильно, потому что считать нужно не только детей, хотя это самая большая трагедия, которая только возможна, но считать нужно и взрослых тоже. Это тоже люди, которых нельзя убивать ни при каких обстоятельствах. Поэтому, грубо говоря, 1001 школа в Беслане произошла 1 сентября, захват этой школы произошел 1 сентября 2004 года. Дело в том, что российские спецслужбы после захвата этой школы объявили, до этого происходили разные террористические акты, Россия и путинская ФСБшная власть усиливала свою власть, закручивала гайки, уничтожались демократические институты, и после захвата вот этой школы и потом уничтожения всего живого, что было в этой школе, были отменены выборы губернатора в России. То есть одна из демократических процедур была отменена, и власть сосредоточилась в руках одного лица, ну или одной группы, которая удерживает Кремль. И вот до этого, до того, как произошли вот эти события, нужно отметить, что 24 августа, ну еще 22-24 июня чеченские, ингушские и другие кавказские бойцы взяли город Назрань, уничтожено несколько сот полицейских и захвачен большой склад полицейских, склад с оружием. Затем 24 августа, то есть за неделю до захвата школы, две женщины, чеченки, захватили самолеты, и они моментально были сбиты. Это два самолета Ту над Тульской и Ростовской областью. Они были моментально сбиты, и 90 человек на двух самолетах погибли. Дело в том, изначально, как подходило событие, это все делались, ну, вот этот террористический акт в Беслане делался российскими спецслужбами. Дело в том, что в группе Шамиля Басаева был один осетин по фамилии Ходов. Это был славный воин, который погиб и был похоронен
у себя в родном населенном пункте в Осетии, в Северной Осетии. К нему ночью на могилу пришел его брат, его родной брат. Он был мусульманином. Ему ночью прочитать Коран, суру из Корана над своим братом. Пришел его младший брат Валерий Ходов. А там была засада ФСБ. Он был пленен, подвергся жесточайшим пыткам. И ему предложили: твой брат сотрудничал с Шамилем Басаевым, и ты должен помочь нам добраться до Шамиля Басаева. То есть не самого, даже одного Басаева, а всю группу Басаева нужно было выманить и уничтожить. В итоге он согласился на это, отправился, связался с Шамилем Басаевым, вышел на его людей, связался с ними и в конце концов оказался в лагере Шамиля Басаева. И находясь там, он решил сознаться во всем Шамилю Басаеву, и он рассказал Шамилю Басаеву, что его завербовали, это осетинский там УБОП, по-моему, под крышей ФСБ, там создавались разные вот эти группы и этих бешеных зверей, которые людей просто перемалывали. И Шамиль Басаев сказал: все, спасибо, что признался, молодец, и давай вместе подумаем, как можно над этим поработать. И сказал Шамиль: передай своим вот этим товарищам, что мы верим не словам, а делам. После этого ФСБ на территории Осетии провело несколько террористических актов, так были подорваны курсанты осетинские, которые дислоцируются в Осетии, во Владикавказе. Рынок во Владикавказе был взорван ФСБшниками, чтобы войти, доказать Шамилю Басаеву, якобы доказать, что они работают типа автономно, но против России. И затем был предложен план, как будто Басаев поверил, что он уже все доверяет им, и был предложен план. План заключался в следующем. Группа должна была, которая 1 сентября, нет, 3 сентября или 2 сентября, я сейчас деталей не помню, это со слов Шамиля самого Басаева, который никогда нам не лгал, и мы знаем, что все, что он говорил, всегда подтверждалось и фактами. И в администрации города Беслана должно было пройти какое-то большое мероприятие, куда съедутся все там от президента Осетии, другие там главы, 3-й, 10-й вот этой Осетии, силовики, которых будет очень удобно всех в одном месте, где собрать, и их уничтожить там. И сам Валерий Ходов должен был, для него был подготовлен, как в место встречи изменить нельзя, где он там спрятался в кладовой там комнате какой-то подсобной. Точно так же Валерий Ходов должен был спрятаться в люке, в канализационном люке перед зданием вот этой администрации, когда они все выскочат из машины. Он должен спрятаться в люк, и вся эта группа басаевская, она должна быть уничтожена, а те чиновники, которые соберутся в это здание администрации, они выйдут через задний ход, а там будет спецназ, там 3-й, 10-й. Короче, все было подготовлено для того, чтобы ликвидировать группу Шамиля Басаева. И нужно было сделать такой большой резонанс. В итоге получилось, Шамиль Басаев использовал одну группу, отвлекающую, как будто готовящуюся для того, чтобы войти в административное вот это здание, а другая группа, которая готовилась на другой объект, для захвата другого объекта. Этим объектом оказалась школа номер 1001, которая оказалась в Беслане. Бойцы подъехали, захватили ментов, захватили охранников, которые там рядом были, люди, которые стояли на линейке. Более 1200 человек было захвачено и загнано в эту школу. Сразу же все уже было подготовлено, сразу же их распределили, женщин и детей, в спортзал, мужчин отдельно. В спортзале были созданы муляжи. Без сомнения, это были муляжи. Если бы это не были муляжами, они бы обязательно взорвались бы. После таких взрывов, детонаций была подвешена 1 или 2 бомбы на баскетбольной корзине. Это чтобы народ особо подчинялся, чтобы все боялись и подчинялись. Все вдоль вот этот зал были усеяны, усажены, все огромное количество там людей было.
Им Россия не передавала воду, еду, ну то, что передавали потихонечку, и заложникам тоже передавали. Через 2,5 дня русские террористы заложили взрывчатку. Дальше нужно рассказать, что были обстрелы, были несколько человек убиты со стороны нападавших. Имеется в виду, кто находился в школе диверсантов кавказского сопротивления. В итоге они сказали, вот эти диверсанты сказали, что они будут расстреливать за каждого их убитого, там, по-моему, 25 человек, если свет отключат, там, столько-то, там, воды, если не дадут, там, заложникам всем, столько-то, там, и так далее. Они выдвинули такое требование. К ним туда зашел Руслан Аушев. Руслан Аушев вывел, по-моему, 26 детей, ему отдали там 26 детей. Ну, вот такая вот ситуация произошла. И после того, как у них были несколько человек убиты снайперским огнем, они расстреляли несколько мужчин, те, кто захватили вот эту школу, они расстреляли несколько мужчин, по-моему, Аушев говорил 20 человек, 20 тел он видел, ну, я слышал, там около 15 было расстреляно. Точных цифр я не знаю, сколько было расстреляно, но в этот момент, когда все это происходило, там было два брата среди вот этих диверсантов. Один из них Нурпаша Кулаев, второй его брат без руки, гранатометчик, который очень опытный воин. И Нурпаша Кулаев, который первый раз оказался вот в такой операции, и у него сдали нервы. И он сказал, что он не сможет убивать женщин, он не сможет воевать. Ну, короче говоря, человек отказался выполнять задачи, которые были возложены. Его брат был очень возмущен, как нам рассказывают разные источники, и вплоть чуть ли не хотел его сам застрелить. И его посадили вместе с мужчинами, осетинскими, другими мужчинами, которые находились в одной из комнат. И Нурпаша Кулаеву удалось там кого-то либо не дать расстрелять, когда хотели расстрелять, либо там что-то как-то заступиться за это. И как бы он нашел себе друзей в этой компании, где они находились. Затем русские террористы 3 сентября, то есть ровно 20 лет назад, заложили взрывчатку в спортзал. У стены спортзала, это стена, которая не была видна, такое П-образное здание, как вы видели, наверное, по телевизору. В этом здании была заложена взрывчатка, у стены с торца была заложена взрывчатка, а мы знаем, что зал весь забит. Аушев туда заходил, другие туда заходили, там, когда там были вещи. И все знали, что была видеозапись, да, и единственное требование было: перестаньте убивать нас. Ни денег, ни наркотики, ни вертолет, ни спасение своих жизней этих людей не заботило. Они просили не убивать не их, а нас, меня не убивать они просили. Нас, чеченцев, которые с территории Осетии убивали, которые непосредственно осетины убивали. Это все они просили только это. Только лишь это. Только переговоров, только человеческий язык. Как сейчас, сука, Путин просит, умоляет Украину и Запад с ним вести переговоры. Вот тогда мы находились в таком же положении и просили, даже такой ценой. И даже Шамиль Басаев в своем письме говорит, что взрывы домов 99-го отчасти мы готовы взять на себя. Отчасти. Это все понимали, что это сделал Путин с Патрушевым. Но у Путина не хватило мужества поверить кому-то или пойти на переговоры. Заложена была взрывчатка, произошел взрыв. Террористы ничего внутри не взрывали. Одновременно с этим взрывом люди разлетелись по всему спортзалу, разорванные на куски женщины, дети. И спецназ пробил себе как бы окно, дверь, проем, чтобы войти. Одновременно с этим по спортзалу, где находилось всего 2 диверсанта, нанесли там снайперский удар и из огнеметов «Шмель». Огнемет, если влетает в комнату, если там 20, 30, 50 квадратных метров, это все сжигает до кости человека, полностью все мясо сжигается. Это такая очень мощная, очень
опасная вещь. Ее вообще в закрытых помещениях применять нельзя. Ее там на поле боя, там где-то как-то. Ну, чтобы по своим, по заложникам, в зал, спортзал, где битком набиты, все знают, женщины, дети, это было сделано демонстративно. Демонстративно показать и чеченцам, что никаких переговоров. Вы можете взять детей в заложники, вы можете взять кого угодно в заложники. Мы демонстративно сотрем вас в порошок. И своим людям показать, что никаких разговоров мы ни с кем вести не будем. Если мы поступаем так с чеченцами, которых вы все так боитесь, то представьте, что мы можем сделать с вами. А благодарность осетинскому народу за то, что он веками прислуживал этой фашистской империи, я вам покажу, насколько мы вам благодарны. И вот таким вот образом целенаправленно, я убежден, что это убийство было сделано демонстративно, показать, размазать, вот превратить в месиво это все, чтобы вселить ужас, ужас на всех, которых это могло и на Западе, и так далее, чтобы это все было так видно и демонстративно. Затем из танков. Это все есть в уголовном деле. Это все есть в материалах уголовного дела. Из огнеметов «Шмель», тубусы от «Шмеля» найдены. Они тоже есть в уголовном деле. Это все сделали родственники, матери вот этих тех, кто там находился в этой школе. Из танков, которые сидели срочники или там военные, их оттуда выгнали, туда посадили каких-то своих людей, ФСБшников, видимо, потому что по школе не каждый может, да, вообще никто не может, да, только ФСБшник может вот так по школе расстреливать. Они расстреляли из танков. Некоторые утверждают, что даже с вертолетов по ним стреляли. И за это я не ручаюсь, но из танков, огнеметов я могу за это материал дела, я об этом читал. Произошло убийство 314 людей, из них 186 детей. 32 диверсанта были убиты, которые захватили эту школу. По некоторым данным, как говорил Шамиль Басаев, некоторым удалось уйти, потому что там был очень большой бардак. Осетины, местные ополченцы с оружием там бегали, там все там паника, суета, движения и так далее. И Шамиль Басаев говорил, что есть живые свидетели, которым удалось уйти из школы. И вот таким вот образом все было превращено в месиво. Все было уничтожено демонстративно, показательно, все были убиты. Руководил этой операцией Руслан Хучбаров, также он ингуш по национальности, также там был осетин, также там были чеченцы, большинство были чеченцы и ингуши, также там были другие национальности, разные, русский там был, принимал участие. И вот эти люди были все убиты. Как я уже сказал, после этого события, после этой трагедии, Путин отменил выборы губернаторов и закрутил еще больше гайки. Еще больше закрутил гайки. Пленный Нурпаша Кулаев, благодаря тому, что он сдался и остался жив, он остался благодаря тем осетинам, которые с ним находились в классе, которым он якобы как бы спас жизнь. И потом они ему спасли жизнь, так как когда начался штурм, эти мужчины начали выпрыгивать в окно, они, по-моему, на втором или на третьем этаже находились. И все кавказцы, и Нурпаша Кулаев под видом кавказцев со всеми оказался в госпитале, в больнице. И потом уже в госпитале стало ясно, что Нурпаша Кулаев не является заложником, а является диверсантом, который пришел вместе с остальными. И благодаря тому, что он остался жив, над ним его не убили, то, что он оказался в госпитале, это уже далеко от тех мест, где убивали, вообще не разбираясь. Там же в толпе были убиты люди, чеченцы, которые кто-то пришел помочь, кто-то просто зевака оказался там рядом. Была видеосъемка, где одного человека забивает толпа бешеных, разъяренных людей ногами. Потом пропала эта съемка, я помню, я видел этот момент. И в итоге Нурпаша Кулаев остался жив, и произошел над ним суд. На суде мы много чего узнали.
интересного и нового. Матери нужно признать, что несмотря на такое мощное давление, как физическое, моральное, психологическое на родственников погибших вот этих детей, матерей, а, несмотря на это, на подкуп огромные деньги выделялись всем пострадавшим. Обращаю внимание, 1000 школ до этого уничтоженных в Чечне таких денег не видели. Так, на минутку, чтобы вы понимали. Сотни тысяч долларов получили пострадавшие, кто-то на лечение, кто-то там на жилье, кто-то еще на что-то, еще что-то. До сих пор людям оказывают медицинскую помощь. Ничего этого про чеченцев не сказано, нигде никакая помощь не оказывается, никакой помощи от фашистской Русни мы не получали, но вот то, что произошло. В итоге матери Беслана, есть такая организация, которые дошли до Европейского суда по правам человека, где было решение Европейского суда по правам человека, где Россия признана виновной в смерти вот этих родственников, вот этих людей, кто, истцов, которые обращались в ЕСПЧ. Им опять же были тоже присуждены деньги, и Россия была названа виновной. Матери Беслана, это представители этой ассоциации, выходили в майках. В этой же школе есть видео, есть фото, где матери выходят, и у них на груди майки, они одели белые майки, на них на груди написано «Путин, палач Беслана». Путин, палач Беслана. Это говорит не Аслан, это говорит не чеченец, это говорят матери тех. Я искренне выражаю соболезнования всем родным и близким погибших в этой кровавой бойне, устроенной российскими спецслужбами, спровоцированной их, а затем сами уничтожив вот это все живое, что они могли там уничтожить. Выражаю искренние соболезнования. Конечно же, я ожидаю от осетин, чтобы нам тоже выражали эти соболезнования за уничтоженные 1000 школ до этого, в том числе при помощи осетинского народа, осетин в целом. Правда, я никогда, за редким исключением, в целом от осетин этого не слышал. И также это даже считается, что это сделано правильно. Понимаете, я понимаю, что гибель детей это неправильно, невинных людей неправильно, а в Осетии есть люди, которые считают, что чеченцев нужно было убивать, и женщин, и детей в том числе. И такие вещи тоже имеются. Вот такая вот произошла ситуация, и по истечению 20 лет Путин, который игнорировал эту ситуацию, стал на колени, потому что ему нужно новое мясо. Теперь над его шкуркой нависла угроза, и ему нужна помощь, ему нужно новое мясо. Как-то так, друзья. Давайте почитаем ваши комментарии, и давайте об этом и многом другом поговорим, Дион. Салам всем свободным людям. Салам, Аслам. Фашистская Российская Федерация, люди 90% больны фашизмом. И лечить их придется не одно поколение. Все, кто не русский, знает это или просто скрывает, или приспосабливаются к этому режиму. Да, совершенно верно. И гражданин Ичкерии, Машволь, да, салам от всех, я вас приветствую. Алейкум салам. Да, совершенно верно, совершенно верно. Баванетка, приветствую тебя, всех, друзья, я вас привет, Домитиев. Школу Беслана переименовали в Музей российского спецназа. Этот факт подтверждает, что убийство детей в школе – дело рук Путина. Да, распространялась информация, и матери, и родственники вот этой школы Беслана, они на самом деле благодарили спецназовцев. Когда штурм произошел взрыв вот этого в начале, взрыв со стороны этой школы. Гуцериев есть один деятель, миллиардер, олигарх, очень богатый ингушский представитель. По-моему, это в этом случае было, или в Нордосте это было, или в Беслане. Он якобы дал
им гарантию, что ничего не будет. И под видом МЧСовцев подъехала машина, чтобы забрать какие-то трупов или что-то там помочь. И в этот момент начался этот штурм, и была такая неожиданная ситуация. И я помню, что Гуцериева, а, те бойцы, те, кто остались за пределами этой школы, они его называли виновным вот в этой трагедии, что он помогал уничтожать. Гуцериев еще потом после этого очень сильно разбогател и так далее. Сейчас себя очень хорошо, уютно чувствует. Но вот такая вот была вещь. Там были МЧСовцы и спецназовцы, и матери Альфа, по-моему, это спецназ ФСБ, и матери, и родственники заложников Беслане благодарили. Это тоже факт. Я не думаю, что их заставляли это делать, но, по всей видимости, они, как бы, у них 10 человек альфовцев, и там МЧС. МЧС, видимо, тоже это альфовцы. Грубо говоря, там 19 человек уничтожено. И матери считали, что они, ну, родственницы, считали, что это люди, которые их в том числе спасли. Поэтому это тоже правда. Но про Путина, про остальных они не говорили ничего хорошего. Как-то так, друзья. Давайте дальше. А то, что вот школа Беслан, ну, они как бы, может, благодарность тому, что вот они там пожертвовали, там, 3-10, но не знаю, не знаю. Дели саламаш хойшон домас хишу до илмасу мэш дерес хуль дересу. Так. Ассаламу алейкум из Украины всем братьям ночи. Валейк салам, Арсен. Валейк салам. Клянусь, я не понимаю, который слушает. Ой, ты какой. Шалом, модный доктор, шалом. А вот вы меня постоянно заходите, спрашиваете Муцураева, это вы хотите таким образом, чтобы я рекламировал его, и вы его сейчас выводить будете? Почему каждый раз вы заходите и спрашиваете про него? В чем причина? С какой целью вы спрашиваете? Это та школа, где убивали, пытали ингушских детей и женщин, стариков в 92 году. Граф, абсолютно верно. Я забыл сказать эту информацию. Хорошо, что ты мне ее напомнил. Стоит напомнить, что в 92 году русские провели геноцид ингушского народа на территории пригородного района Северной Осетии, сейчас это называется Северная Осетия, раньше это была Ингушетия. Вообще нужно понимать, что ингуши и осетины – это соседние народы, они очень дружно, братско проживали какое-то время. И для того, чтобы втянуть Дудаева, Чеченскую Республику, в конфликт, чтобы начать войну против нас, был русскими развязан геноцид ингушского населения в пригородном районе. И в школе номер 1, тогда она была еще школа номер 1 в Беслане, сейчас это 1001 школа, устроили место, где пытали, убивали очень много людей. Об этом нам говорили те, кто захватил эту школу, и там были ингуши, чьи родственники были запытаны в этой школе. Этот факт очень важен для того, чтобы понять причину и мотивацию тех людей, которые пошли на явную смерть, понимая, что они погибнут. Поэтому это очень важно. И перед тем, как обвинять всех, там, огульно говорить, насколько террористы плохие, там, 3-10, всегда нужно искать причину, почему же этот человек отдает жизнь. Неужели ему не хочется жить, как нам всем? Неужели столько людей одновременно собраться в группу и готовых пожертвовать своими жизнями? Ну, не бывает такого. Не бывает такого. Значит, они должны быть очень сильно мотивированы чем-то.
И мотивация была жестокость России и Северной Осетии, представителей Северной Осетии. Это факт. Нравится это осетинам, не нравится это осетинам, кому-либо другому это нравится. Я должен это сказать. Это факт. Над ингушами их детей скармливали свиньям. Это в 92 году. Очень жестоко поступили с мирным населением, которое было очень дружно с местным населением осетинским в пригородном районе. Но произошло то, что произошло. И это факт. Это убийство в 92 году, когда русские устроили эту резню, потом стравили ингушей и осетинов, и теперь это такой тлеющий конфликт между осетинами и ингушами. Вместо того, чтобы обвинять Россию, русских, некоторые ингуши предпочитают обвинять осетин, а осетины, как обычно, предпочитают вместо того, чтобы обвинять Россию, которая отплатила им за столько времени верности, подданстве фашистской Русне, империи, отплатила такой благодарностью, они обвиняют ингушей, вместо того, чтобы обвинить Россию. Ну вот такая вот ситуация. А мы всех призываем, не надо друг друга винить. Нам нужно разобраться, нам никуда с этого Кавказа не деться, никуда, никаких геноцидов мы друг другу устраивать не будем, если, конечно, вы с Россией снова к нам не придете, все наши соседи, которые вы всегда приходите, нас убиваете. Мы никогда вам геноцидов не устраивали, никогда, и когда нет России, мы друг с другом не воевали, никогда ни одной войны у нас на Кавказе друг с другом не было, без участия фашистской России. И всегда на стороне России приходили вы. Мы к вам не приходили никогда. Если есть, покажите хоть одно место, где мы с вами воевали, сражались там из-за того, что вы осетины, там дагестанцы, кабардинцы или кто-то такой. Наоборот, мы объединялись вместе, чтобы воевать против России. Кто-то объединялся вместе с Россией, чтобы воевать против нас. Вот это было. Так что это тоже нужно знать. И я надеюсь, фашистская русня уберется с нашей страны раз и навсегда. Так. Так, куда делся этот комментарий? Граф, сел малу, подлой, западлой. Вы что здесь сели? Откройте YouTube канал, TikTok, говорите. Ты, граф, говори, другие говорите. Вам же никто не мешает. Не успел ответить, не успел закончить свой разговор. Ты это ответишь. Ты почему не отвечаешь? Ты это... Соборди, дели, соборди. Чуть-чуть наберитесь терпения. Да. Все будет хорошо. У вас русские только виноваты. Вы уже несете чушь в Украине, что тоже русские только виноваты. Степан Лифтер. Степан Лифтер. Да, совершенно верно. Русские имперцы. Я русский человек, вкладываю не этническое его происхождение, потому что только сейчас сформировался вот этот этнический такой социум русского народа, да, а на самом деле все искусственно, из разных народов собрано. Я имею в виду про имперскость, про политических русских, потому что русский не имперец, он не русский. Русский не антисемит, чеченофоб, американофоб и сейчас украинофоб.
Если этого нет, ни один русский офицер, ни один русский солдат не является русским офицером и солдатом, если в нем нету антисемитизма, чеченофобства, американофобства. Не настоящий он, не настоящий патриот он, не настоящий офицер. Поэтому мы прекрасно все знаем, поэтому вот называем. Но речь идет не об этнических русских в целом, потому что есть в Украине русские, которые против вот этого империализма борются, сражаются, кто-то борется, кто-то нет, погибают, кто-то погибает за это, сражаясь против империи. Это не касается этих русских. Также это не касается русских, которые живут в России, но не являются имперцев. Ну, за мою жизнь, я так мало встречал русских неимперцев, что мне кажется, нету русских неимперцев просто. Уже, ну, единицы просто. Какие-то там алмазы в куче навоза, которые каким-то случайным образом оказались в этой куче навоза. Вот так я представляю тех людей, которые не имеют вот это фашистское нутро и не являются имперцами. Извините, но это так, Леон. Так, друзья, я перемотаю, много тут комментариев. Так, давайте дальше. Вчера слушал выступление экс-генерала НАТО Европы Филиппа Бридлова. Очень много правильных вещей он говорил и затронул важные темы. Упомянул про события в Грузии и про Украину, но промолчал про ЧРИ. Ясно. Аслан, матерей Беслана разделили на провластно и голос Беслана, которые не согласны с властью. Ну, значит, Баркал Мамад, я, может, путаю, потому что вначале я давно просто занимался этим вопросом, и вот все, что я вам рассказывал, это большая часть была вспомнено мной, то, что я тогда читал в материалах, когда вот эти события, как раз суды шли, и тогда это называлось «Матери Беслана». И, ну, значит, разделились, это как, наверное, как, знаешь, как ситуация как это назывались, солдатские матери, была такая организация. Вначале была, ну, просто честная такая законная организация, ассоциация женщин, которые боролись за права, там, четко, конкретно, а потом просто стали такими управляемыми какими-то марионетками, и уже никакого толка от них нет. Хорошо, что ты сказал, спасибо. Спасибо, Баркалом Мамад. Я видел ролик, где сейчас началось еще больше травля чеченцев. Как кто-то танцевал лезгинку, им сожгли машину. Лезгинку танцуют все на Кавказе. Акцент на танец подчеркивает фашизм. Совершенно верно, это абсолютно так. Это нужно каждый раз говорить. И те события, о которых мы предсказывали, боялись этих событий, опасались, они сейчас начинают разворачиваться. Сейчас натравливание идет на кавказцев, на чеченцев. Вот то видео, которое ты говоришь, я его тоже видел, сожгли машину, там типа мы за то, что лезгинку танцуют, мы отомстим кавказцам, там третье, десятое. Их бьют украинцы под Курском, под там Бахмутом, там еще где-то. А они сжигают машины кавказцев, которые танцевали. Причем их Путин, их там власть рассказывают, что мы все едины, там непобедимы, третий великий, ужасный. А в итоге получается так, как мы видим.
И да, это большая проблема, это большая угроза. Сейчас идет усиленное распространение информации, стравливание чеченцев с дагестанцами. Наверное, будут вырезать куски, о чем я там говорил про дагестанцев, тоже будут это распространять. Я еще раз, еще 100 раз заявляю, я не имею в виду ничего плохого против никого из дагестанцев, ни одного народа, в том числе даже русских, кроме имперцев. Я имею в виду только тех дагестанцев, ингушей, чеченцев, кабардинцев, кто с оружием в руках пришел на мою землю и убивал нас. Только об этом говорим. Но сейчас накручивается ситуация с нашими братскими соседними народами. В первую очередь сейчас идет акцент на Дагестан. Очень много дагестанцев воюет в Украине. И эти люди будут таким костяком, скорее всего, для провокаций против чеченского народа под видом борьбы там с кадыровцами или там чеченские заградотряды, новый термин они используют, который они выдумали и навязывают усиленно. И если вчера, по-моему, позавчера смотрел видео некого телефонного террориста, который раньше звонил кадыровцам, с ними их там постоянно теребил, теперь начал звонить дагестанцам, и такой какой-то постановочный такой разговор, там, ну, друг на друга ругается. Это наша земля, мы там дагестанцы, потом это говорит, мы чеченцы, там, это мы такие, это мы здесь сики. И начинается вот эта тема чеченцев, дагестанцев раскручивается. Мы знаем, что вот эти все блогеры, Хасан Халитов, Тумсо Абдурахман, Ислам Билакиев, третий, десятый, который вот мы видим, Янгулбаевы, братья Янгулбаевы, это все люди, которые работают на российские спецслужбы, и они занимаются провокациями в чеченском обществе. И сейчас их задача, этот путь запустил Руслан Кутаев, первый. Он начал говорить, что дагестанцы, чеченцы, там какой-то деньга, дагестанский какой-то там деньга, там, или, я не знаю, там, гельд, как его там называют. Он там что-то сказал, вообще неизвестный ноунейм, который там в узком своем КГБшном, ГРУшном кругу только известны. И вот сейчас они раскручивают, и поднимается эта волна. Она будет усиливаться, чеченцы, кавказцы. Против нас готовится страшная провокация всего Кавказа в целом. Мусульман в целом. Уже идут давно репрессии против мусульман, против мигрантов, которые работают в Москве, в других регионах фашистской России. И сейчас большая вероятность, что в Украине Россия уже терпит сокрушительное поражение, и войска будут либо бежать, либо выводиться, либо массово сдаваться в плен. И вот та масса, которую они выведут из Украины, эту агрессию с Путина нужно будет направить куда-то в другое место. И, конечно же, нужно будет попробовать заручиться прощением от Запада. Поэтому под этим видом внутри начинаются брожения, движения, и Путин, который будет выставлять вперед вот этих своих пехотинцев, как поцеловавший Коран, там, 3-10, что нужно идти там на смерть за него, там, 3-10. Вот это все готовится к тому, чтобы сейчас развязать новую геноцидальную войну на Кавказе и против мусульман. И об этом они давно просили, требовали. Хорошие русские здесь, в Европе, экзотические пропагандисты, вроде таких как Золкин, украинских пропагандистов, вроде Золкин, эти начинают рассказывать, что это какой-то заградотряд из кадыровцев. Потом Христо Грозев и Папа Римский в том числе присоединяются и говорят, что в Буче зверствовали кадыровцы и буряты, чеченцы и буряты, а русские такого не делают. И Христо Грозев, есть такой один деятель, который тоже говорит, что да, там чеченцы в Буче были и так далее. Там было 2 чеченца, которые неизвестно, чеченской национальности или нет, но по фамилиям видно, что кавказцы, и они из Чеченской Республики дислоцируется, их там база. Все остальные были из других регионов России, и непосредственно, кто убивал людей, казнил людей, эти люди не были чеченцами. Если бы они были чеченцами, я это говорил бы прямо, но их там не было.
вот этих кадыровцев или российских военных, или ФСБшников, или ГРУшников. Поэтому сейчас готовится масштабная провокация, и, по всей видимости, этого уже нам не избежать. Была надежда, что это обойдет нас стороной. Я уверен, у них не получится, как они планируют это все сделать. Но вот чеченский заградотряд слово заменяет новый термин чеченские террористы, которые русские террористы вбрасывают нам вот этот термин и пытаются вот нас сейчас всячески вот таким вот образом запачкать и дискредитировать. Убито уже два представителя Ахмат. Мы видели, вот это якобы сделали представители Русичи, такая есть неонацистская русская организация. Якобы это они сделали, ну я сомневаюсь, что это они сделали, но вполне могли и сделать и они, так как это могло быть сделано с подачи а, зарубежных спецслужб, которые ведут войну с Россией. Это могли сделать внутри России, но все, что мы видим, это исходит, ну, все идет к тому, чтобы в России развязалась кровавая междуусобная баня. И поэтому я всех чеченцев, всех кавказцев, всех мусульман призываю вновь и вновь, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не участвуйте в этом. Как я говорил еще в самом начале широкомасштабной войны фашистской России против Украины, что Россия потерпит поражение, хоть несмотря какая там пропаганда по российскому телевидению не изливается, мы видим, что Курск уже освобожден, часть Курской области освобождено, и дальше будет только так же развиваться события, поэтому я заранее могу вам сказать, все, кто примет участие в защите Путина, там, против там, кавказцев, мусульман, вы все потерпите поражение, вы все окажетесь в крови, в минусе и так далее. Поэтому я всех кавказцев, чеченцев призываю строго не участвовать, никак не участвовать в этих событиях. И военные, менты, ФСБшники, кто у вас там есть, вы все, в любом случае Россия потерпела поражение. Россия, как в 99 году Чеченская республика Ичкерия вступила в войну с фашистской Русней, которая на нас напала, взорвав свои дома в 99-м, обвинив в этом нас в 99 году. Мы стратегически проиграли тогда эту войну. В 99 году можно было понять, что мы не выиграем эту войну. Сейчас, для кого-то с 2022 года уже абсолютно очевидно, что Россия стратегически проиграла эту войну. Стратегически Россия проиграла эту войну. Это очевидно. Не тешьте себя, люди, не верьте этой пропаганде, что Россия никогда не проигрывает, она там победит. Россия проиграла, Россия будет платить контрибуцию, она будет восстанавливать все разрушенное в Украине. Будет суд, отдельный специальный спецтрибунал будет по событиям вот этого режима, КГБшно-ФСБшного режима, путинского режима, который совершал и преступления в Чеченской республике Ичкерия, и в Грузии, и в Сирии, и сейчас в Украине. Это неизбежно. Поэтому самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, не участвовать ни в чем и подождать, пока пройдет вот эта волна, чтобы потом уже разбираться. Это может занять полгода, это может занять год, это может занять 5 лет. Мы не знаем, сколько будет длиться эта гражданская война, вот это убийство, народоубийство, вот эта вся кровавая вот эта вакханалия, нанесение ядерного удара еще пока остается актуальным. И вот эти вещи, мы должны понимать, ведут к большой-большой катастрофе, большущей катастрофе ведут. Поэтому я еще раз вновь и вновь призываю, пожалуйста, не участвуйте в этом во всем. Пожалуйста, сохраните себя ради своих семей, ради своих матерей, ради своих детей. Пожалуйста, это очень важно. Дила душу ночи, келардол, дин дис хауслаш. 70 тысяч чеченцев воюют за Россию.
Виталий, да, возможно, много чеченцев воюют за Россию, нам их не показывают, нам показывают какие-то там кадыровские вот эти тикток войска. Много чеченцев насильно забирают на войну, кто-то идет добровольно, кто-то за деньги. Много чеченцев воюют. Это правда. К большому сожалению, это правда, потому что мы оказались в заложниках, мы оказались, ну, все воюют, конечно же, всех забирают. Чеченцы это как бы особая такая тема, которую так и хочется русским отправить на войну, и так им нравится, когда они столько убили чеченцев, и за них еще чеченец идет воюет. Это же для русской имперской извращенческой вот этой психологии это большой кайф. Ну, нужно понимать, что в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, а, чеченцы и уже потом, когда началась в 1941 уже вторжение немцев на территорию Беларуси, тогда всех забирали на войну. Мой дедушка оказался также насильно забран на войну. Его брат, несовершеннолетний, был расстрелян за то, что попробовал дезертировать, либо по какой-то другой причине. Ну, пропал без вести. Мы получили такую информацию. Ему было 16 лет, и мы полагаем, что его просто расстреляли и убили. Потому что он не хотел на эту войну и был забран на эту войну. И мы полагаем, что он попробовал бежать и был расстрелян. Либо по какой другой причине. Ну, нам сказали, пропал без вести. Другой мой дед также оказался на войне. Тоже. И, грубо говоря, вот те же 70 тысяч или сколько-то тысяч чеченцев и ингушей находилось на фронте. За всю войну нацисты ни разу не переступили чеченскую землю. Сюда сбрасывался десант где-то в горах, там из нескольких десятков человек. Один десант, который сбросили на Ингушетию, был расстрелян еще до того, как он приземлился на землю. И у них были очень модные кожаные сапоги, и это была особой охотой ингушских мужчин за этими сапогами. И непосредственно, ну, потом были контакты 10-20 немецких диверсантов, которые оказались на территории Кавказа. И это все, что было у нас на Кавказе. Одновременно с этим 1,5 миллиона русских сдались в плен и служили в русской освободительной армии Власова. Там казаки были, огромное количество всех сдавалось. Чеченцы, все мужчины, которые могли держать оружие, были на фронте. Их убивали там, посылали специально на задания, с которых не возвращаются. А их женщин, детей и стариков русские, вы, наверное, обижаетесь, когда я так говорю, русские, но вы, русские, сделали так, что всех наших, обманным путем, всех наших 3 дня мы кормили солдат, потому что наши были на фронте, и в каждый дом по 2 солдата офицера. И сами чеченцы звали их к себе, чтобы накормить, потому что их сыновья на фронте, а 23 февраля русские собирались делать парад, якобы это был парад, и под этим обманом они заселились во все дома, и за один день всех собрали, но потом еще долго они убивали по всей республике и в Чечне, и в Ингушетии людей, которых не смогли вывести, сжигали, топили в огромном количестве. В одном только Хайбахе 780 человек заживо сожгли. Ну, много, это просто, это только Хайбах, это только то, что стало достоянием общественности. Огромное количество было убито, от миллиона почти чеченцев и ингушей, около 700 тысяч было убито. В эту войну мы потеряли 300 тысяч. То есть в 2,5 раза тогда нас погибло больше, чем сейчас. И вот такую вероломность нам оказали. Поэтому всем чеченцам и всем другим, ну особенно это касается чеченцев, вы должны понимать, пока вы воюете, насильно вас забрали, за деньги вы пошли, добровольно или как, все ваши женщины и дети могут быть снова вероломно, подло подвергнуты репрессиям. И это была никакая не депортация, это был Холокост, Холокост 44, тотальное уничтожение всех чеченцев, ингушей. Дело в том, что это делалось для того, что вообще это была ссылка, вечная ссылка. То есть должны были там
кто останется, они просто ассимилироваться и раствориться. Никто больше не должен был возвращаться на чеченскую землю. За это время вот у нас там остались там башни какие-то, там сторожевые башни такие есть в горах, которые сохранились, они высоко в горах, там неудобно до них добираться, их там расстреливали с пушек, взрывали там тротилом, там взрывчаткой. Ну, кое-какие сохранились, не все им удалось разрушить. Но вот эта архитектура, вот это кавказского зодчества, так сказать, это та же архитектура, она здесь в Европе распространена. Те замки, которые здесь есть, в Германии, в Италии, во Франции, это замки, такие же замки были, может, поменьшего масштаба, может быть, не такие хорошо сохранившиеся, но такие же замки были у нас в горах в Чеченской. Они все уничтожены, 13 лет, пока мы там были, в этой ссылке, точнее, боролись за жизнь, выживали, уничтожались. То есть 70% было уничтожено от 30, от 100% чеченцев и ингушей. Все эти 13 лет, пока мы находились, до смерти Сталина находились там, уничтожалась наша история, наша культура. Все уничтожалось. На протяжении 3 недель в центре Грозного стоял огромный пожар, сжигались книги, тептеры это назывались, все наши архивы, все сжигалось, все, что нужно, вывозилось, что им нужно было, все остальное сжигалось. Точно так же уничтожали все эти замки, дома, населенные пункты, которые там находились высоко в горах, которые имели там сотни, если не 1000 лет истории. Там все это уничтожалось для того, чтобы выкладывать себе дороги в горах, просто уничтожать историю. Вот что принесла нам фашистская русня. И я боюсь, что сейчас может быть принесено то же самое. И я обращаюсь к всем чеченцам, пожалуйста, не поддавайтесь. Не поддавайтесь на эти провокации. И, пожалуйста, постарайтесь выжить. Нам нужно сохраниться. Задача номер 1, которую я перед вами ставлю, чеченцы, это нужно выжить. Вот задача наша номер 1. Нам всем нужно выжить. Осталось немного. Вот стиснем зубы покрепче, сожмем кулаки и выживем, друзья. Это мы умеем. Давайте это сделаем. Да? Еще один разок и еще один разок. И все, и мы свободны. Иншаллах, дал мула, мы будем свободными. Дал мула. Так, давайте еще немножко комментариев. Я думаю, эти кровавые дела и геноцид чеченцев объединяют в общий кейс, и будет большой суд над фашистской Российской Федерацией и КГБ, и всей КГБ без срока давности. Сейчас всем надо просто сохраниться и сдерживать свои эмоции. Очень с тобой, очень рад этому комментарию. Спасибо тебе. Я тоже на это очень сильно рассчитываю. Я очень надеюсь, что я увижу этот суд. Это моя мечта. Моя мечта. Подавали ли вы документы о преступлении России в Чечне на Международный криминальный суд? Аят Дигов может сделать такое обращение. Дометиев, да, конечно же, все материалы имеются, много выигранных в Европейском суде по правам человека, в том самом, где матери Беслана, или голос Беслана, тогда это матери Беслана называлась, выиграли это дело. Также очень много международных правозащитных организаций, журналистов фиксировали факты убийства, геноцида, огромное количество. Все это, материалы все имеются. И в 2022 году, тоже очень интересный момент, когда еще в мае наш президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственная легитимная власть чеченского народа, еще в мае начала процесс обращения к президенту Украины, Верховной Раде Украины, с просьбой признать Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной территорией и геноцид, совершенный над чеченским народом. Именно в той формулировке, в той трактовке, которую предоставил наш президиум правительства, украинцы именно так это сделали, именно вот подали, по-моему, 8 июня наш президиум подал письмо президенту на имя президента Зеленского, и его партия Владимира Зеленского, хотя сейчас Владимир Зеленский, я
не нужно, наверное, это сейчас говорить, но все равно, чтобы понимали, пока Зеленский не извинится за то, что его там в администрации находится человек, который убивал чеченцев, и он из-за этого его не убирает. Вот эта глупость, которая им была ляпнута, или целенаправленно сказать, пока он не извинится, Зеленский не мой герой больше. Кто бы мне что ни говорил, да, пока не извинится. Но дело в том, что именно Владимир Зеленский и его, в основном, партия «Слуга народа», это были те, кто проголосовали за то, чтобы признать Чеченскую республику Ичкерия оккупированной. Над чеченским народом совершен геноцид. Там не только «Слуга народа», но там другие партии, но основная, это, конечно же, «Слуга народа» там была. И огромная благодарность всем, кто принял в этом участие в голосовании. Против не было никого, воздержавшихся там несколько десятков, 30, по-моему, было. Им тоже все равно благодарность, что хоть против не проголосовали. Не знаю, почему они воздержались, но огромная благодарность. И им тоже, несмотря на это. И когда украинский парламент, Верховная Рада принимала то, что Чеченская республика Ичкерия оккупирована и совершен геноцид, она не только приняла, она отправила все эти документы ООН с требованием, с призывом признать, как и они, украинцы, признать оккупированную Чеченскую республику Ичкерия и геноцид над чеченским народом. Поэтому это колоссальная просто работа, которая проведена, это невероятно большая, это огромнейшая благодарность. Как бы я там где-то резко могу сказать там про украинских, про парламент, про Зеленского, про слуги народов. Этот факт чеченцы должны знать и помнить навсегда в истории. Сейчас, когда нам это очень важно и нужно, именно «Слуга народов», вот эта партия, и другие украинские депутаты, которым всем благодарность, сделали такую работу. И процесс идет, Доmitиев, процесс идет. Материалы есть, все у нас имеется, нету суда, который готов нас выслушать. Но мы подходим к черте, когда этот суд уже специальный трибунал, скорее всего, будет. И это мы все скоро увидим и услышим. Да, Мула, я на это очень надеюсь. И мы, украинцы, с вами, вы сами ругаете свою власть, мы ругаем свою власть, когда в этом мы очень с вами похожи. И вы, украинцы, наши братья, искренне, честно, я хочу быть вашим братом, и хочу дружить, чтобы наши народы дружили с еврейским народом, с украинским народом, с крымско-татарским народом, со всеми народами, которые сейчас противостоят этой фашне. Хочу дружить, хочу, чтобы мы не просто были так, на государственном уровне, на чиновничьем уровне. Я хочу, чтобы глубинно друг друга сейчас Украина это очень хорошо складывается, воюет, это побратимы, они навеки останутся братьями, побратимами. И я хочу, чтобы в этом смысле мы дальше развивались. Спасибо всем огромное. Спасибо всем. Ва алейкум ассалам, Каны Шажабаев. Алейкум салам. Так что все документы, все имеется. Никаких проблем у нас в этом нет. Спасибо вам, но я думаю, он не целенаправленно с журналистами разговаривает. Очень тяжело, он просто оговорился. Хотел, наверное, вызвать какие-то эмоции. Может быть, Доmitиев, может быть, да. Но пока не признает ошибку, он не мой герой. Конечно, он про меня знать, наверное, не знает. Он, наверное, ничего ему как-то... Но при всем при этом... Я за него, я все равно за него, но он не мой герой. Я за Украину. Слава ЗСУ, слава Украине. Это правда. Как ты относишься к тому, что произошло 7 октября в Израиле? Правда или выдумка сионистов? Смотри, у этих сионистов есть имя национальности. Это и государство, это Израиль. Великий Израиль. И 7 октября, день рождения Путина, ЧВК, российская, иранская ЧВК «Хамас», террористическая банда, совершила акт геноцида по отношению к евреям. И это большая трагедия, которая разоблачила фашистскую Россию и систему КГБ, которую так усиленно евреи задабривали, там вокруг, там пытались вот этого момента, видимо, зная, с кем имеют дело, избежать они хотели.
Ну, увы и ах, то, что получилось, то, что получилось. Сейчас идет уничтожение террористов, которые совершили всю террористическую вот эту банду Хамас, которая фактически идет на уничтожение, но при всем при этом гибнут, к большому сожалению, и мирные люди. Цахал ведет очень жестко войну, ну там территория ограниченная, количество населения много, хотя мы видим, что Цахал пытается и коридоры дать, и остановка огня там делать, третье, десятое, но мы видим большое количество жертв, что даже сейчас англичане возмутились, Великобритания возмутилась, что то оружие, которое они передают, что они не хотят, чтобы оно использовалось, в том числе нарушая международное право. К большому сожалению, война – это всегда нарушение международного права, но если исходить тот, кто начал эту войну, это, конечно же, начали террористы Хамас. И мне очень жаль, что вот этот арабский народ Палестины оказался в тисках вот этой ГБшной иранской пропаганды и используется как тупое, безмозглое, слепое орудие, причем очень жестокое орудие. И я очень надеюсь, что быстрее это все закончится, и Израиль быстрее решит свое внутреннее дело, и внутреннее дело Израиля, но если есть такие серьезные нарушения, конечно, мы должны говорить. А так я придерживаюсь той позиции, что все события, которые происходят на территории Палестины, это внутреннее дело Израиля. Как когда-то Халид Машаль, представитель Хамас, который демократическим путем был избран руководителем сектора Газа, приехал в Москву и на вопрос о чеченцах он сказал, что это внутреннее дело России. Я могу сказать то же самое в отношении вот этих деятелей. Хотя, конечно, я выражаю соболезнования и призываю Цахал и всех соблюдать международное право, соблюдать правила обычая войны и, конечно же, избегать чрезмерных ударов и нанесения по местам, где, вероятно, могут быть жертвы среди мирного населения, попытаться воздержаться от этих ударов. Вот этим мы можем заниматься и призывать, и мы обязаны это делать, призывать Израиль к этому. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Добрый вечер, Богдан, добрый. Друзья, я думаю, нам нужно размножаться, чтобы было как можно больше 5 миллионов. Адам, абсолютно с тобой согласен, абсолютно. Ну, такое современное время, когда 2-3 ребенка в семье, это уже считается, там, женщина совершила там геройский поступок, ты что, там, 3 ребенка и так далее, и так далее. А так, конечно же, нужно, и поэтому я, конечно, против многоженства, потому что волк живет всегда с одной волчицей, и после того, как она умирает или он умирает, они больше не обзаводятся семьей, а мы волки чеченцы. Но если так женщины говорят, у нас есть всегда лазейка, мусульманину можно иметь 4 жены, если они не будут много делать детей, то придется заменять их. Ну, по крайней мере, так их шантажировать и пугать, чтобы сделали. А так, да, нужно больше детей. Плодитесь и размножайтесь, как говорится. На этой прекрасной ноте я хочу закончить свой стрим. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Слава ЗСУ, слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюаль Маш Ойль. Всего хорошего. До свидания, друзья.